Ассаламу алейкум, Сюрдикёль Масера. Витаю всех, друзья, приветствую. Сегодня 25 ноября 2022 года, 20 почти 1 по Берлину, 23 часа по Джохару, соответственно. Друзья, сегодня у меня снова стрим в ТикТок и стрим в YouTube. Так, мне тут кто-то что-то пишет. Добро пожаловать в комнату трансляции. Общайтесь со зрителями. Не забывайте соблюдать правила сообщества, чтобы эта трансляция была безопасной для просмотра. Выходить в эфир могут только пользователи старше 18 лет. Мне немножко больше 18, поэтому я могу выходить. Друзья, приветствую вас всех. Маш Довель, Хорзум, Питер, Фридом. Всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Бюстихо леди, анархист Довели. Ва алейкум ассалам. Всех вас, друзья, приветствую. Так, ну, как говорится, с хороших новостей. Генеральный штаб Сбройных сил Украины информирует нас о том, что на сегодня, на 25 ноября 2022 года, уничтожено за прошедшие сутки 430 оккупантов. Итого их составило 86 150. Можете себе представить цифру? Просто так, за хотелки банды ФСБ, чтобы они стали неодворянами, чтобы их дети, внуки унаследовали то, которое 3 поколения советских людей накапливало, и потом банда КГБ, ФСБ разграбила. И теперь эти, чтобы деньги это состояние можно было передавать своим детям, внукам, уже уничтожено, погибло 86 150, только их. По некоторым данным, число может быть в 2 или даже 3 раза больше убитых. По некоторой информации, которая мне поступает, число это может быть в 2 или в 3 раза только убитых. И вот эту цифру вы можете смело умножать на 2 или на 3. Это еще и раненые. Если мы говорим о 86 тысячах убитых, то, соответственно, получается там 258 тысяч, да, убитых, если это в 3 раза. Или если та же цифра остается, то 250 возьмем, 200 тысяч может быть раненых. Невероятная просто цифра, цифра растет. Ну, она невероятна в том смысле, что за такой короткий срок уничтожено. Хотя приблизительно за то же время мы, чеченцы, тоже их столько же уничтожили. По разным данным, от 85 до 220 тысяч русских оккупантов уничтожено в Чеченской Республике Ичкерия. Около 5 миллионов по ротации прошли в войне, приняли участие против войне или в геноциде чеченского народа. До 5 миллионов, по некоторым данным. Далее уничтожен 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 6 БПЛА сбито, 4 автотехники и цистерны и 2 спецтехники. Ну, могу сказать, что 2 спецтехники за сутки это очень неплохо, потому что это самое, самолетов сбито больше, 278 самолетов и 261 вертолет сбит за все это время. 163 всего специальной техники уничтожено. Вот такие вот дела. Далее, продолжая хорошие новости, хочу сказать, что Европарламент, как мы знаем, принял резолюцию о том, что Россия признается страной-спонсором терроризма. Конечно же, Россия не является спонсором терроризма. Россия является государством, страной-террористом. И банда ФСБ является именно тем, кем она является. Тем, кто совершает или там организует эти террористические акты. Но могу сказать, что это невероятно хорошая новость, друзья. С учетом того, какое было отношение к России, к Путину буквально несколько лет назад. Не говоря о том, что до войны в Украине
Мы, чеченцы, о нас не слышали вообще. Мы кричали, мы уже перестали вызывать на помощь, кричать, просить как-то нам помочь. Многих убили, многих запугали, многие просто уже устали и состарились некоторые. Вот как-то так было. И вот я буквально вчера смотрю передачу с генералом КГБ Гудковым с участием. Опять же, конечно же, украинскому журналисту, не знаю для чего там украинские журналисты его держат, но ни одного дня он не пропускает, не выходя в эфир. Так вот, он говорит, что его где-то там на границе, что ли, где-то он там ехал, его остановили, там предъявили документы, сказали, россиянин, отойдите в сторонку и подождите. Я вспомнил ситуацию, я почти всю свою сознательную жизнь прожил в России, и я вспомнил, какое отношение было к нам вот это все это время. Это просто невероятно. Как нас терроризировали, друзья. И поэтому можно просто писать книги. И не одну, несколько томов можно написать, как нас терроризировали. Как после организованного банды ФСБ, террористической банды ФСБ, теракт на Дубровке, как нас терроризировали. Ну и все последующие теракты. Вообще чеченцу без денег в кармане выходить было нельзя. Потому что постоянно нужно было платить деньги ментам, чтобы тебе нужно было из пункта А добраться в пункт назначения, тебе нужно было постоянно давать денег. И то, если вы хорошо говорите по-русски, если вы умеете, имеете немножко представления о своих правах и так далее, там мент-то он необразованные, хоть и московский мент, они чаще всего не очень образованы. И приходилось как-то выкручиваться из этой ситуации. Я был специалистом в этой области. Я научился просто. Бывало так, по-моему, это было вот именно когда взрыв дома, захват Нордоста на Дубровке, когда был Нордост, захват этого театрального центра. Утром тебе нужно было куда-то выйти, к вечеру, это все в одном городе, в Москве, ты добирался до пункта назначения. Потому что каждый раз тебя останавливали, доставляли, ментам нужно было рассказать, что они вот задержали чеченца, что он их пробили его, меня, конечно, пробивали постоянно. И 2 часа тебе нужно было сидеть в обезьяннике, и оттуда постоянно качать свои права. И вот сейчас я вспомнил генерала КГБ, и мне так хорошо стало, я надеюсь, Геннадий меня услышит, мне так хорошо стало, Геннадий, Гена, ты не представляешь даже. Я вспомнил себя, молодого пацана, которого вы терроризировали. Меня ладно, вы терроризировали всех. Ваша банда КГБ, ФСБ, она терроризировала так, как мало не покажется никому. Это был страшный террор. Но я отделывался, как я сказал, умел всегда договариваться, всегда имел с собой деньги, взятку по-разному было. Где-то 100 рублей это было, потом 200, потом 500 рублей. Можно было договориться. И вот таким образом, обязательно тебя могли доставить и 2 часа просидеть в обезьяннике. И потом просто, идите, все, свободен. Вот такие вот были дела. Поэтому Россия не только спонсор террориста, Россия сама является государством-террористом. И я надеюсь, оно будет полностью реформировано, переобразовано. Не состоявшееся государство, оно так и не смогло состояться. И я очень вижу, очень надеюсь и вижу, что конец фашистской России не за горами. Итак, друзья, давайте почитаю комментарии в ТикТок. Друзья, в ТикТок, напоминаю вам, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим и пишите ваши комментарии, друзья. Адил, ассаламу алейкум, Саваш, ва алейкум ассалам. Я не русский, меня никто не тормозил.
Алекс, у тебя есть русский паспорт? Дело в паспорте. Сейчас, как говорится, бьют не по паспорту, а по морде, да? Как-то так, друзья, как-то так. Давайте посмотрим, что нам пишут в YouTube. Так, витаю. Алейкум салам. Асан, отправила вам материал о Гарри Табахе на мессенджер. Скажу кратко. Хорошие русские, только те, которых не видно в тепловизор. Будьте осторожны. Ну, я вам скажу, что, если я не смотрел, что вы мне прислали, Хорзум, но я вам скажу, что Гарри Табах не русский, как и я. Но мы говорим по-русски, мы умеем говорить по-русски. Иногда это помогает очень. Но я очень надеюсь, что наши народы забудут этот язык, и мы будем говорить на английском и на своих родных языках. Ну, я посмотрю, вы зря вы про Табаха что-то хотите сказать. Я Табаха считаю очень порядочным человеком и искренне болеющий, помогающий Украине. Но, конечно же, смотрите, про меня тоже очень много говорят разных вещей. Очень много. И я могу сказать по себе. Когда о ком-то говорят, что он работает на ФСБ, человек, который не вникает глубоко в разные вот эти темы политические, он себе берет, я по себе сужу. У меня личная неприязнь к этой террористической банде, и я могу просто сказать о себе. Если я считаю, кто-то про кого-то говорит, сейчас, конечно, я уже по-другому начал на это смотреть, остается, если кто-то про кого-то говорит, что он работает на ФСБ, или он там не чист на руку и так далее, то такой закладывается червячок в голове. Я свой личный опыт скажу. И как бы тебе не казалось, что человек прав, а вот этот червячок в голове тебе подсказывает, а вдруг. Поэтому у вас нет никаких оснований, Хорзум, утверждать, что Табах не чист на руку, и тем более, что он русский. Он еврей, как вы знаете, наверное. И этот человек более 30 лет, по-моему, отдал вооруженным силам Соединенных Штатов Америки. Был большим начальником, и в том числе представлял НАТО в Москве, и так далее, и так далее. Конечно, никто не застрахован, может быть, и большие начальники вербуются, и все остальное, но я хочу сказать, что у таких людей меньше шансов быть завербованы, чем у обычных людей. И я думаю, то, что делает Гарри, Украине еще придется оценить. Да, и вот эти вбросы, которые против него делаются, они не очень, скажу так, красят тех, кто это делает. Я думаю про хорошую сторону или там какую-то правильную сторону этого вопроса Гибнюков мало волнует, но вот вбросы такие происходят. И я думаю, Гарри заслужит еще после войны, после победы Украины, заслужит должное уважение со стороны Украины. Я в это верю. Потому что Гарри, то, что вот его тема, это на ленд-лиз не поставляется и так далее, и так далее. Во-первых, он вашу страну, он свою страну подгоняет дать больше оружия. Оно же дается, и Западом дается, здесь Европой дается, и Америкой дается. Больше всего Америка оказывает, потом Англия оказывает помощь, потом другие страны, наша Германия оказывает. Но несмотря на все это, почему-то кто-то находится сказать в его сторону что-то плохое. Я просто не вижу никаких оснований так считать. Наоборот. Ладно, поехали дальше. Петр Евгенович, сколько тебе платят? Петро Евгенович, Петро, это, наверное, русский ватник, решил потроллить таким образом, таким именем, таким ником украинцев. К сожалению, мне никто не платит, к сожалению, никто не платит.
Мочу бесплатно фашистскую русню. Не представляете, Петро, как я получаю удовольствие от того, что я делаю. Честное слово. Поэтому я готов платить, что я в принципе и делаю, тратясь на интернет, там, на разные, ну не по мелочи я имею в виду. Готов платить, чтобы такая возможность у меня была мочить русню. Информационно, конечно же. Вот как-то так, да. Так, вы уничтожили пацанов, обычных ребят, которые не были к войне готовы, говорит Петро Евгенович. Петро Евгенович, а вы считаете, мы все были подготовленные суперспецназовцы, морские котики, на которых вы, может там наши там двухлетние или новорожденные дети были спецназовцами? А? Скоты вы, а? Петро, ты скот. Понимаешь, ты животное. Животное, которое пытается оправдать оккупацию и геноцид чеченского народа. Вы за все ответите, Петро. Ваша фашистская русня ответит за все. Высшие политические и военные силы фашистской России понесут заслуженное наказание. Я вам это 100% обещаю. 100%. Мир уже решил этот вопрос. Сейчас просто идет просто дело времени. Подождите немножко. Идет процедура. Так, пойдемте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ислам. Машуэль Саваш. Кто тебе? Так, Клоц, Марина Клоц. Марина, ты в пролете. Весь мир уже устали от Украины халявы, говорит Марина. Марин, не знаю, что вы там, вам что там рассказывает ваша русская пропаганда лживая. Но я вам скажу, что вот, например, американские рабочие, мне доводится иногда общаться с американцами, и они рассказывают, что они готовы в 2 раза еще, чтобы цены поднялись на газ, на дизель, на бензин. Но чтобы фашистская Россия была посажена на 5-ю точку. Здесь, в Германии, я не замечаю. Да, у нас есть небольшие проблемы. Небольшие. У нас есть споры в Бундестаге. Но эти споры не за то, чтобы не помогать Украине, а за то, чтобы как можно быстрее помочь Украине. Вот какие споры. Да, есть ваша агентура со времен Штази. И так далее, и так далее. Есть просто пиарщики, есть полезные идиоты, все это имеется, но я вам скажу, что совсем не так, как вы тут мне расписываете. Весь мир за Украину, слава Украине. Вот абсолютно верно, Фридомов, Чечня. Все против Украины в Европе. Это она мне рассказывает. И она вам рассказывает, который все видит, который мы все это видим и знаем. Ну ладно, пойдемте дальше. Аса, массу, маш, доль, машал, хильфрея. Всем доброго вечера суток. Так. Русские мирные из их воспитывают в мире, поэтому и гибнут. Петро Евгенович, русские, ну, по крайней мере, в твоем лице, вот такие ватники, как ты, самые лживые. Потому что русские самые немирные. Весь мир вас признает террористами и спонсорами терроризма. Все ваши территории завоеваны. Какие вы мирные? Вы фашисты, вы орки. Вы воспитываетесь, чтобы завоевывать и убивать. Единственная одна проблема. Вы рабы. Вы завоевываете для своих господ. Вернее, вы гниете там в чужих землях, завоевываете для своих господ. Вот и все. Вы самые немирные. Русские самые немирные. Фридом. Мечта Аслана. Признание России террористическим государством. Абсолютно фридом. Так, моя мечта суд над бандой ФСБ. Над особо одиозными террористами. Рассекречивание архивов. И деоккупация моей страны. Вот мои скромные мечты.
Так. Поехали дальше. Врешь и не краснеешь, говорит. Но если я даже покраснел бы, ты бы не увидел бы. Свет-то я не включил специально, чтобы ты не увидел, да он. Как я краснею. Табах политический русский. Абсолютная ложь, Хорзу. Неправда. Инсинуация. Никакой он не политический русский. Что вы такое говорите? Это не так. Это не так. Я, конечно, уже удивляться давно перестал. Удивляться давно перестал, да. Так. Асколь, ваша у чеченцев, как у украинцев, иностранного оружия не было. Они были вооружены АКМ и РПГ. И то такой втык дали русской армии. Это никогда не забудется. Да, Асколя, совершенно верно. Да, Фридом, 100 рублей это такая ставка была. Если у тебя нет прописки в Москве, тебе надо было заплатить 100 рублей. Год это вот начало Второй войны, по-моему, это было. Начало Второй войны. Ну потом больше, да, потом уже 500 и 1000, сейчас я уже не знаю. Потом они переключились на таджиков, узбеков. Ну до этого доили, как говорится, нас. Да. Кто удаляет мои сообщения? Твои сообщения, Дурбулан, никто не удаляет. По крайней мере, я не видел ни одного удаленного сообщения. Так. Скажи, сколько тебе платят за стримы. Ну, я только что сказал. Мочу бесплатно. Таба самый честный на данный момент, говорит леди. Так, ты слишком наивен, Табах. Дубурланде. Ты слишком анонимен, чтобы утверждать какие-то вещи. Твое мнение мне не интересно. Ни про Табаха, ни про меня, да он. Не наивный ты, мудрец ты наш, да он. Ты народы ссориться заставляешь. Зачем? Какое ФСБ? Все мы люди, хотим мирного неба, а ты разжигаешь. Петро Евгенович, идешь ты, знаешь куда, со своим ссориться. Пускай 100-тысячный контингент выведут с нашей территории, воскресят убитых 300 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей, пока такие Петро Евгеновичи, как ты, аплодировали или принимали участие. И вот тогда, может быть, таких людей, как я, ты не увидишь у себя в Ютубе. Так, добрый вечер, мирного неба над головой. Добрый вечер, Инна, приветствую. Так с мечтами и помрешь. Ну, не все мечты сбываются, я согласен с тобой, Алекс, не все сбываются, но я уверен, что это я уже увижу на своей жизни. Ну, даже если я умру, я знаю, что это произойдет. Поверь мне, я уже в этом убежден просто. А так, в принципе, мы свободные чеченцы, понимаете? Вы можете оккупировать нашу страну, вы можете посадить нас в тюрьму пожизненно. Мы останемся свободными, потому что мы здесь свободны. А вас, под холопов, если вывести даже, не знаю, в океан или куда-нибудь на вершину горы вас поднять, самое свободное место на земле вас отправить, вы останетесь холопами. Потому что это все вот здесь и вот здесь. Понимаешь? Так. Реально удаляют сообщения. Долкунайтис Розен. Я не вижу, никто не удаляет ваши сообщения, друзья. И в ТикТоке пишут, что удаляют сообщения. И Дубурлан пишет, что удаляет. Но Дубурлан мало заслуживает доверия. Я думаю, что никто не удаляет комментарии. По крайней мере, только вот такие люди только на это жалуются. Так. Материал, который ни разу не замазался. Ассалам алейкум.
Всем достойным, салам алейкум, сухоми ваш Аслан. Никогда вам не писала, но очень наблюдала за вами. Салам Маршал передает вам Аслан Садеда. Сидим и смотрим вас, тут все будет Ичкерия. Ва алейкум ассалам. Дел рейс хуйлхон саиш. Дел рейс хуйлхон Садеда саваш. Баркалшон. Дел си дуэльшо. Так, салам Маршал. Маршал хейл ночи. Асан, скажи 10 тысяч в деньгах за каждое слово. Ури, если я это скажу даже в шутку, они это будут вырезать и будут распространять. Тут мне приходится контролировать. Иногда хочется сказать, я иногда и говорю разные шутки, но они будут это вырезать и говорить, что ну, он же сам говорил, что ему платят. А платить кто может? Только спецслужбы. А я независимый человек. И мне никто не платит. Так, мижги бичешю, валлахи юхури. Мелчоюшун хичдуй. Дахаус дешер, децер, шо азасхшк, дахаус. Аслан, Сергей Гармаш недоволен разногласиями среди политической элиты Ичкерии. Сергей Гармаш — это человек, который зарегистрировал петицию по признанию суверенной Ичкерии. Ой, удадис хинц, садулаги гински. У меня нет никаких разногласий. Я не отношусь к политическим элитам Ичкерии. И вообще, я думаю, нет у нас никаких элит политических. Есть представители народа. Поэтому элиты... Я понимаю, о чем ты говоришь. Это ты говоришь, я ни с кем, у меня мораторий на критику Закаева, чтобы меня не смешивали вот с этими людьми, которые сейчас противостоят Закаеву. У меня своя претензия. Эту претензию я неоднократно высказывал. Ответа не получил, поэтому придерживаюсь своего мнения. И Гармаш это будет, кто бы это ни был. Это очень принципиальная вещь, я много раз об этом говорил, поэтому я остаюсь на своем мнении. Закаева я пока не критикую. У меня мораторий. Пока даем. Аслан, скажи, что над Россией жирную точку поставили. Да, Ури, именно так, жирная точка. Но будем работать над этим делом. Залп из томагавков под корягу Кремля, нечисть, зло, бурлачьего, урез. Да. Так, давайте, чтобы я буду и здесь читать, друзья. Так, ассалам алейкум, брат, салам ашал, из Франции, брат, Аллаху, гойтилу вайн мох. Мукбохш, да, мукла, алейкум ассалам. Кто их выбирал представителями? Не понял я вот вашего вопроса. Так, друзья, переходим в YouTube. Я, наверное, перемотаю, друзья, немножко. Друзья, рассылайте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Напоминаю вам. Как вам обыски в Лавре? Надеюсь, что филиал ФСБ в Украине наконец-то прикроют. Это просто отличнейшая была новость, Хорзум. Мне вообще, я каждое утро, когда открываю телефон, смотрю новости, я получаю просто сказочное удовольствие, просто что происходит. И я очень надеюсь, что вот этот отдел ФСБ, который находился легально на территории Украины будет закрыт раз и навсегда. Нечего делать террористам на украинской земле. Асна, может, Харзум антисемитка? Ну, все может быть, Фридом, все может быть. Михаил Канатов. Петро Евгеньевич, иди-ка ты, куда шел корабль. Михаил солидарен с вами. Так, назло врагам. Да, Урин, да. Так. Так.
казахстанской верхушки ставленники ФСБ для обхода санкций и военной помощи в курсе Беклярбек Нагай. Я не сомневаюсь, да, конечно же, и Назарбаев, и другие товарищи являются, ну, вы смотрите, был СССР. СССР никто не хотел уничтожать, я имею в виду Запад, Америка, как нам это рассказывали. Это все была ложь, никто не хотел уничтожать. Но они понимали, что они не справляются, русские понимали, что они не справляются, что социалистическая модель, вот эта колхозная экономика, она не работает. И мир так далеко ушел вперед, что русские могли только воровать их технологии, которые им удавалось украсть. Они пока их украдут, пока их начнут разработку, пока введут в производство, еще на 2 поколения они отставали. Всегда. И они решили просто переформатировать СССР в СНГ и оставить своих КГБшников в каждой республике, а потом вновь объединиться и помогать друг другу в этом плане. И так произошло и с Грузией, осталось, и в Украине было то же самое, и в Казахстане тоже осталось. В Украине-то украинцы поменяли, но вначале было так. В Азербайджане остались те же КГБшники, в Грузии тоже поменяли. Первые Литва, Латвия, Эстония, они справились, ушли. Но мы, чеченцы, тоже попробовали вырваться, и у нас тоже КГБшную эту верхушку мы выкинули, КГБ мы зачистили, захватили архивы и так далее, но вот с нас началась новая война, новая демократическая Россия, которая фашистская Россия с новой силой начала вести. Поэтому, да, я не сомневаюсь нисколько, что верхушка Казахстана это и Токаев из той же серии. Так, дальше пойдем, друзья. Нет, я не антисемитка, я против имперцев, трампистов и прочего. Так, Хорзум, давайте вы не будете оскорблять здесь людей, а то за это можно получить у нас бан. У нас все так хорошо складывается с вами, Хорзум. Давайте не будем портить наши отношения. А то, что вы не любите трампистов, это сугубо ваше личное дело. Если вы американка, пожалуйста, это ваше внутреннее дело. Но я уважаю Табаха не за то, что он трампист или не трампист. Я уважаю за то, что это человек слова, чести. Это мое мнение. И друг чеченцев. Поэтому, соответственно, у нас друзей немного, мы бережем друзей. Поэтому, пожалуйста, американские разборки на моем канале не нужно здесь. Тем более в оскорбительной форме. Так, Аллах или Бог, у каждого своя вера. Так, Петро, иди отсюда, а то я забаню сейчас. Просто много начальства всякого украинского прихожане секты УПЦ, МП, ФСБ и даже бывший глава СБУ Украины тоже был их прихожанином. Так что я тоже рад, что за них взялись такие, слава Всевышнему. Луквоч, да, Луквоч, я с вами полностью согласен. Бывший глава СБУ, как мы знаем, вместе с Януковичем драпанул в фашистскую Россию. Смешно смотреть на людей, которые радуются обыскам в храме. Нет, вы ошиблись, Алекс. Мы радуемся не обыске в храме. Мы уважаем любую религию и тем более храмы, в которых заседают религиозные деятели. Мы радуемся, что банда ФСБ, отдел банды ФСБ, его обыскали. Понимаете? РПЦ, Духовное управление мусульман, это все отделы ФСБ, КГБ. Они были, они зарождались ими. Сперва, как мы знаем, религия, Бог был запрещен коммунистами на территории Советского Союза. А потом, когда уже во время Второй мировой войны, в 1943 году, в 1944, уже когда поняли, что они побеждают и оттуда будут возвращаться воины,
они начали готовить для них почву и разрешили религию, потому что, как говорится, на войне атеистов не бывает, и они понимали, что этим людям нужно будет выговариваться, нужно будет исповедь, как мы знаем, это тоже работа для КГБ. Когда вы приходите на исповедь, вы все рассказываете про свои самые затаенные, самые сокровенные тайны, которые у вас есть. Например, что вы не любите Сталина, например. Да? Быстренько пошел, донес, и все. И вы больше не любите Сталина, потому что вас вообще больше уже нет. Вот как-то так. Вот этому мы радуемся. Стражи джедая. Кстати говоря, возвращаемся к подхолопным. Кадыровским, ГРУшным, ФСБшным и другим подхолопным. Подхолопные в панике. Особенно кадыровские подхолопные. ГРУшные и ФСБшные подхолопные. Они собираются занять место Кадырова. Кадырова сольют. Но Кадырова сольют не одного. Его окружение тоже будет посажено и либо уничтожено. Поэтому массово подхолопные кадыровцы бегут в Европу, в Турцию, Арабские Эмираты, куда только могут, спасают свои семьи и так далее. Поэтому вместо того, чтобы мне стражи джедая писать, а ты, я так понимаю, ну там вот этот писарь, да, или может ты в школе где-то учителем работаешь, может быть ты какой-нибудь мусор, да, и вот таких, как ты, стражи джедая, ник ты хороший себе выбрал, вот такие, как ты, пострадают, я тебе скажу. А у кого есть бабки, они сбегут. А ты будешь писать комментарии, и потом ты вспомнишь мой смех, вспомнишь, и мои слова вспомнишь. Я тебе это обещаю. Deutsch, Deutsch met gebotst door maar dus goed doen tja. Het doen gaat hier maar door ocean. Deel mukla. O boga, to nochtje de action wij Duitsers. To merch nochtje doe, us action op. To boga, her din doen do Duitsers. Her doen schon gaat ze doe. Ach, als qashra deshra inyo, her stream shui. Sa tish yit meger dushun. Zo Duitsers bakdazer al meger dushun. Schon her doen gaat ze da. Так что вот такие вот. Стражи джедая, беги, беги, не будь лохом. Хотя ты раз пишешь здесь комментарии за них, я думаю, ты не очень интеллектуально развитый человек. Я думаю, тебе мой совет, Кадырову я давно предлагал, еще пару лет назад предлагал. Перебирайся, Рамзан, я тебе помогу. У меня была еще тогда возможность, если он даст необходимую информацию, попробовать включить его в программу защиту, американскую программу защиту свидетелей. Но он не смог, не дали ему, видимо, выскочить, да, и он остался, да. Теперь у него нет шансов, вообще нет. Рамзан, если ты меня слышишь, я думаю, ты меня смотришь, меня все их важные товарищи посматривают. Поэтому, Рамзан, передаю привет. Все уже. Клетка закрылась, да, захлопнулась. Мышеловка, да. И что, да, поехали дальше, да. Томаш аж до Боджидаю. Говорит, мы живем свободно. Их забирают на войну, которая никакого отношения не имеет к нашему народу, обзывая эту войну джихадом каким-то непонятным. С них снимают штаны, их сажают на бутылку, их убивают, каждый день казнят, нет прав. А вот таким стражам джедая, которые служат против своего народа русским оккупантам, вот им хорошо живется. Вот какие красавчики, да? И им хорошо там. Поверьте, друзья, вам осталось недолго жить хорошо, а вот нам будет хорошо. Так, Дион, пойдемте дальше. И задевает их как, смотрите, да? Я их предупреждаю, нах,
شون ودي شو حيقل تتوئن شو حيقل تقيتشر شو بيغل كيرايو بيغل يسوي اللغاسقي ويديئن والمشجيشن تبوا بدغن شو قيت شو كيرا دوغدل نوخشي شي حجو ورير غاسقشن تبوا بوان غاشي اومن دو حال غاسقشن تبوا بوان قوي تسن شي حجو ورير كيرا دوغدلشن شو اتسخي الله خيثريح تسخي الله شو حيقل تقاتشا هنت اشون سويت دو اسلوش دود سيد سويت باش ريزا خير باحشن اشون لوش دو سويتشن شو كالار دولار دود بو اسشيغ شون دود 3 بوشن كديروين гу 3 بوشن حاولت سويت да غاسقش свалок хауда вот шо у тебя и так все нормально ты просто предал свой народ сидишь мне тут комментарии пишешь вот ты красавчик совет дод беги Лола беги боже кино дагеошун беги ты деон валлай бамаду идеон салам ашалду вилпес вига машволь все будет Ичкерия ДРС Вильпес, ДРС Хуль. Всем доброго вечера, говорит Вильпес, все будет Ичкерия, твои стримы это бальзам на душу. Но не всем Вильпес, не всем. Вот смотри, вот это стражи джедая очень расстроились. Они мне тут гадости пишут. Шелушам, да, чугаз да яхтан. Еле яршу, кутмаш, мана яхшу. Я должен хагазию, долг, он мне пишет, не мерзнете вы. Смотрите, они радуются тому, что простые люди мерзнут здесь. Не мерзнут не один я, все мерзнут. Ну кто они как, не террористы. Напиши свое имя. Я приеду домой и обязательно расскажу, как было нам тепло и или холодно. Напиши свое имя. Настоящее. Хотя ты соврешь, конечно. Так ты тоже предал свой народ, проявил трусость, убежал по Алексу. Ну, во-первых, я не убежал, а во-вторых, трусость не проявлял. И сегодняшний мой стрим этому подтверждение. Каждый занимается своим делом. Да, физически, в военном плане мы не могли победить фашистскую Россию. Весь мир сейчас ввязался, навалился на эту фашистскую русню, так как она уже до того поперла, что она подумала, что ей все можно. Так что все нормально, не волнуйтесь за мою храбрость или за мою трусость, у нас все нормально. Так. Аслан, Рамзан, привет, не послушал он тебя, а зря. Да, леди, я же говорил, ты свидетель, леди, и многие свидетели, я несколько раз ему предлагал. Джафар, Родриго, иншаллах, брат, мы восстановим Галанчевский полк, и я из тех ветеранов, которых выживших единиц. Да, Алмула, Джафар, да, Алмула, мы все восстановим. Он мне предлагает приехать домой и рассказать перед их падишахом, перед их подхолопным Кадыровым Рамзаном, я перевожу на русский язык, вот этот подхолопного предлагает мне выступать. Я свободный, благородных кровей человек. Как я буду перед подхолопным выступать? Пускай твой подхолопный приезжает сюда, а он приедет сюда, потому, ну если доживет, конечно, на суд в Гаагу. И вот там я все скажу, не волнуйся, на суде я скажу. А я, чтобы шел каким-то там подхолопным, которые служат тем, кто убивал их 4-5 веков, ну это ты вообще загнул, конечно. Так не будет, да. Шайпачан, шаш. Холодилар, душу суандитлар. Так. Пойдемте дальше, друзья. Ой, шейк, дадельч, мавуд ирдерцер. Шилу на мацаладой ирдерцер. Абсолютно, леди. Они бы
кувалдами нам головы разбивали бы, они морили бы нас голодом, холодом, чем только возможно, Дион. Аслан, эти джедаи пусть идут за имперским кораблем, да, Вилпес? Счастливого им, Дион. Ичкерия будет свободной. Слава Ичкерии, Владимир Ткач. Героям слава. Слава Украине. Владимир. Так, ассаламу алейкум. Аслан, салам маршал, давно я не был на твоем стриме, рад тебя видеть, как дела, как здорово. Алейкум ассалам, Джамлейл. Все отлично, дал Бухастам, все отлично. Все отлично, да. Хохан отчеты лушу, версимата, босвик, юзеру. Он меня спрашивает, кому я на его хозяйском языке, на русском, то есть говорю, кому я даю отчеты. Да. Я это говорю для тех, в первую очередь я это делаю для украинцев, потому что сейчас украинцы воюют, чтобы украинцы понимали, что происходит. Также я это делаю для некоторых из России, чтобы тоже понимали, что происходит. Я провожу и на чеченском тоже. Ну и, конечно же, да, он об этом и намекает, я это делаю и для англичан, и для американцев. Потому что эти люди должны знать, кто такая фашистская Россия. Чтобы они знали, я раскрываю банду, террористическую банду ФСБ и фашистскую Россию. Как я вижу. Это моя всего лишь точка зрения. И меня они смотрят, я это знаю по разным косвенным признакам и не косвенным, поэтому все отлично, да. Вообще, дуаш хите адуйцек. Али леш дегамца, дуаш. Будем не то, что говорить, тогда, когда придет время, придет всеми будем. Иншаллах, жюпш дюгарду, дал мула Джафар, дал мула. Айшек дамуала, их издолш дохон, дал мула. Так. Аслан чистых и благородных кровей. И это правда, говорит леди. Но это я ему так сказал. У меня кровь обычная красная, как у всех. Вся русня радуется убийствам и разрушениям в Украине. Это видно по их миллиардным злорадным комментам каждый день. Мрази, нелюди, пишет Смит. Да, это так. Это так. Абсолютно. Они радуются то, что мы здесь мерзнем. Мы не мерзнем. У нас не было ни одного дня, я в Германии живу, перебоя со светом, с водой, с горячей, имеется в виду, а холодной вообще не говорим. Вообще никаких проблем не было. Да, поднялась немножко цена на отопление, и сейчас мы закупаем других мест газ и так далее, топливо. Поэтому, да, проблемы есть, но проблемы они связаны не с недальновидной политикой Европы, которая посчитала, что фашистская КГБ стала нормальной цивилизованной спецслужбой и так далее, что оказалось не так. И наш президент Джохар Дудаев, и весь чеченский народ об этом предупреждали, но вот не услышали. Поэтому мы теперь немножко расплачиваемся. Но дело в том, что перед самым началом коронавируса, я могу говорить про Германию, перед самым началом коронавируса профицит бюджета Германии был, я не помню сейчас цифру, но Меркель тогда говорила, что исторически такого никогда не было. То есть бюджет был переполнен так, как никогда в истории Германии. А профицит бюджета Германии уже несколько лет подряд был. И вот это все накапливалось. И когда началась вот эти пандемия началась, вот коронавирус начался, и потом сейчас вот эти события с поставками топлива, каждой семье, по-моему, по 300 евро безработные вот эти пособия они накидывают, да, платили. Потом, когда начался коронавирус, у нас были там остановки разных бизнесов, это все финансировалось государством. Там 10-12 тысяч евро, 15 тысяч, от вашего бизнеса это зависело. Государство вам просто так переводило на счет деньги, чтобы вы справились.
Это когда не воруют, когда нормальное социальное государство, которое думает о своих людях. Вот такое государство нам нужно, а не как фашистская Россия. Да. Никто не даст отделить ни Чечне, ни одной республики СНГ. Вы не видите, что Украина не дают победить. Я вижу, что Украина побеждает. А то, что хочет Россия, это уже в прошлом. Их хотелки, вы помните, Киев за 3 дня? Помните, да? Тогда сейчас вы помните, что Херсон освобожден, Харьков освобожден, оборона Крыма уже, его тоже сейчас освободят, я вам гарантирую, в ближайшее время будет освобожден Крым. И все, Москва закроется, будет оборонять сперва Белгород, потом дальше, потом дальше, потом дальше. Но это не спасет дело. Так что не надо очевидные вещи просто говорить. Просто абсолютно очевидные вещи. Никто не даст. Конечно, не даст. Если вас, русских фашистов, спрашивают, вернее, может, и не русские, не знаю, то да, не дадут. Но русских фашистов уже не спрашивают. Все уже, черта перейдена, давно уже перейдена. Все, больше никаких вопросов с вами не будут вообще вести, никаких дискуссий, диалогов. Все, вы фашисты, навеки вечные. Понимаете? Альхамдулилля, я дожил до этого дня. Все, мне даже больше не интересно даже уже все. Я уже знаю, как это будет все развиваться. Понимаете? Büyüstik kılmasıyla nohçuya, hayır büyüstik nohçуя, маршевой. Уже рашки назад дают. Не то слово, муслим. Рашка назад дает, умоляет вести переговоры. Просто, чтобы Зеленский сел с ними за стол и поговорил. Они и Крым готовы освободить, и все готовы, и репарации готовы платить. Они на все готовы. На коленях они готовы стоять перед Зеленским, вчерашним клоуном, который наркоман, который вообще из себя ничего не представляет. Понимаете? И нам тут рассказывают, что Россия... Все, Россию уже никто не спрашивает. Друзья, в прошлом это все. Закончилась Россия. Не справилась, не шмогла фашистская русня. Аслан, со самого начала хошу хас Криме, но не могу писать на телефоне. Дидо баркал маршуэль, дересвэль. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Дидо. Кровь все красны, но качество разное. Это да, это есть немножко. Бывает первая группа, вторая, третья, четвертая. Ассаламу алейкум, Сабу Салбаш. Ва алейкум ассалам. Атака ичкирийского волка. Ашуаль. Друзья. Так, пойдемте дальше. Рапсия сдохла, говорит Ури. Да? От тебя я многому учился за 3 года, говорит Дидо. Я для этого это и делал, чтобы чуть-чуть свое видение вам рассказать. И чтобы вы сопоставили ту информацию, которая есть у вас, с той информацией, которую я имею, и у вас сложилась картина. Значит, отлично. Я надеюсь, я помог тебе, Деон. Раз ты многому учился. Баркал. Так, хайконяк можешь, Аслане Чилиби, хайконяк, да, Чилиби, уичуалла, удичуалла, я цаитом. Верю, что отношение к Русне будет как немцам после Второй мировой войны, или еще хуже, даже опасное, хотя бы для здоровья. Да, будет такое же отношение, да. В СССР у союзных республик были равные права. Фридом, ты же знаешь, что нет. Конечно, нет, какие равные права. Какие-то были, конечно же, приближенные, какие-то были более подтянуты к России. Например, Украина себя неплохо чувствовала в Советском Союзе. Это не значит, что украинские националисты или украинцы, которые хотели жить свободно, иметь свою культуру, свой язык, они чувствовали себя хорошо. Но вот коллаборация была на самом верху, да. Но подтягивали всех. Самые нелюбимые в Советском Союзе это были мы, чем я горжусь очень сильно. Было бы очень плохо, если мы были бы любимыми ими. Тогда бы я бы не смог бы
так уверенно говорить о том, что они являются нашими врагами, были ими, остаются, и я полагаю, еще на десятилетия, если не на века, ими останутся. При всем при этом это не касается отдельных русских. Вот то время, тяжелое время, когда там от кустика к кустику, к дереву нам приходилось перебежками, чтобы менты не поймали. Ездить строго на такси, в метро нельзя, там всегда менты. Они нас, не знаю, как они вычисляли, они говорили, по походке мы вас вычисляем. Вот вычисляли, и русские нам помогали. В основном, конечно, это наши друзья, знакомые. Что-то, если нужно сделать, он говорил, ты сиди дома, я все сделаю. Такие тоже были русские, которые понимали, что идет террор против нас, но это наши сокурсники, ровесники, там разные люди были. Поэтому речь не обо всех, конечно, а только об имперцах. Мужчина не тот, кто умеет воевать, мужчина тот, кто знает своего врага. Абсолютно, это моя пословица чеченская, и я, Джафар, именно так. Салам, дай Аллах, так будет, как ты говоришь, но откуда все это тебе известно? У меня с космосом чакры открываются, и я получаю информацию. А если серьезно, Давид, я просто анализирую ситуацию, которая происходит, и вижу, что происходит. Есть система государственная, мировая система, она запущена. Путин и банда ФСБ сделала все возможное. Сейчас они хотят сказать только один Путин там, и так далее. Здесь на Западе тоже хотят сказать, что только один Путин и так далее. И это неправда, это не так. Как бы кто этого не хотел, я с этим согласиться не могу. И вот они таким образом так, и зачитался вашим комментарием. Вот как-то так, давайте, я уже сбился, подождите, я тут Залину Грозный читаю. Аслан, так хочется верить, что это война последняя, что Россия не сможет больше убивать людей. Но они больные люди, им и надо убивать, поэтому если Россия развалится, то они будут убивать друг друга. Да, Залина, скорее всего, помните, когда разваливался Советский Союз, который сама КГБ разваливала, она клялась защищать коммунистический строй, она как бы система, которая защищала коммунистическую партию, все такое. Они развалили Советский Союз, но перед тем развалом, уже не считая, все это было, помните, всплеск криминала появился. И говорят, лихие 90-е там, и так далее. Вот сейчас происходит то же самое. Нам показывают Пригожина, что это человек Путина и так далее. Да, это человек Путина. Но и Путин, и Пригожин – это система ФСБ. И Геннадий Гудков, которого полчаса где-то там продержали из-за того, что у него российский паспорт, из этой же оперы. Поэтому, конечно же, я полагаю, что вывод вот этих всех зэков, которые сейчас бросают на войну, они сейчас будут возвращаться, и они будут начинать новый массовый криминальный террор во всей России, для того, чтобы вот в этой мутной воде, это их стихия КГБ, ФСБ, там они управляют, такой управляемый хаос. Они за спиной стоят вот этих зэков, вот этих преступных элементов. И да, конечно, в России это будет. Это последний такой их оборонительный рубеж, когда они вот этих зэков запустят в России для хаоса. Россию ждет большой хаос. Я очень надеюсь, что нам хватит, нам, чеченцам, хватит ума, мужества, выдержки, помощи Запада, без нее никак, чтобы эти события, которые будут происходить в фашистской России, нас миновали. Будем стараться, да. Его фамилия запомнится на всю жизнь. Чья фамилия? Так, ассаламу алейкум всем. Алейкум салам, муслим, ашвой. Спасибо тебе за добрые слова. Пожалуйста.
его фамилия, Путина фамилию. Конечно, Чикатило все знают, друзья, Гитлера все знают. Конечно, запомнят, вы что? Помните там разные там люди в истории, которые совершали злодеяния? Конечно, их помнят. И я понимаю, что вам это нравится. Но за это платить придется простым русским, простым россиянам. Вот в чем здесь фокус. Аслан, где модеры твои? Модеры не знаю где. Спят, наверное. Так, шишо халга ас хо вичхена нах хо кафир ю беганаш хинц қи зурм локшбу дидокана. Дидокану. Он говорит, что 2 года назад, когда он про меня говорили, что я атеист, что я неверующий. Ну или, да, неверующий, наверное, так. Неправильно верующий. Теперь они по-другому говорят. Говорит, когда я говорил, что Тумсо Абдурахманов агент российских спецслужб, некоторые чуть ли не молились на этого Тумсо. И когда я раскрыл, что этот агент, потому что я имел контакт, я имел представление, и имел опыт вообще и жизненный, и профессиональный, и смог вычислить, что и еще я многих вычислил, друзья. Я просто вам не афиширую, я все буду афишировать, где, когда нужно. Поэтому, а теперь что-то случилось, что-то произошло, да, и Дидо, только несколько человек мне заходили сюда или писали мне в личку и просили, извинялись за то, что они меня неправильно поняли. И вот эта вся агентура, которая на меня набрасывается, она продолжает. Сейчас, правда, они на меня паузу держат против меня. Они сейчас мое окружение пытаются где-то куда-то втянуть, где-то какие-то там спецоперации там свои проводить. Ну, мне как-то это как-то не холодно, не жарко. Так вот, вот эта вся агентура, которая действует, ее нужно разоблачать. Ночи, ее нужно разоблачать. Если мы очистимся от этой агентуры, они нас вводят. Знаете, у нас наше руководство, я не считаю, что это правильно, особенно во время войны, заигрывать разными спецслужбами, с российскими спецслужбами для своих каких-то выгод. Это так делалось и так получалось. Да? Помните, тот же Беслан, когда захватывали, это все делалось, организовывалось русскими спецслужбами. Басаев их переиграл просто. Но он был стратег, у него это получалось. Ну нет Басаева теперь. А вот тех людей, с которыми он играл, да, в эти игры этих спецслужб, они живы. И они даже, может, представляются там, друзьями, соратниками Басаева. Ну, Басаева я условно говорю. И другие также были. Поэтому в этом плане я сторонник, чтобы никаких контактов с русскими спецслужбами. И да, если мы установим свое государство, у нас будет мощная своя спецслужба, и тогда мне скажут, надо действовать. У меня там в архиве лежит, что этот человек наш, все нормально, даже если я погибну или что-то там произойдет, там, я готов играть в эти игры. В таком случае, когда за мной стоит моя спецслужба, которой я доверяю. И в случае, что бы там ни произошло, гибели моей, или же там, ты ж с этим, не хочу это слово говорить, грязью с этой, ты когда общаешься, ты же пачкаешься, да, у того, кто контачит со спецслужбами. Ну, как бы это такой толстокожий должен быть парень, да, то в этом случае можно как-то разобраться, да, и понять, кто есть кто. А тут все погибли, кто не погиб, наши воины. Много на них возбуждено уголовных дел, терроризм, там разные, там еще разные, там какие-то вещи, бандитизм и так далее, и так далее. И они фактически, они молодые парни, воины, и как бы закон в том понимании, в котором я сейчас это понимаю, или они сейчас это понимают, тогда они так к этому закону не относились, скажем так. И
они ничего не говорят. А как происходит? Они выходят, говорят сперва одно слово. Вот агент был рядом, например, возьмем Басаева, да, Лазут Облдольцин, и который контактил, Басаев знал, он с ним играл, он его использовал, погиб Басаев, нет Басаева. И этот человек представляется, что я вот был там с Докой, я был с Шамилем и так далее. Есть фото, есть голосовые какие-нибудь, видео какие-то есть. О, да, правда, это же соратник Басаева. Все, у этого человека уже доверие появляется. И он сперва выходит, они сперва одно слово говорят. Наши воины, наши ветераны, назовем их так, они уже не воины, они ветераны. Воины-ветераны. Они сидят, и выходит какой-нибудь Вася, Махмуд какой-нибудь выходит. И говорит, я там был с Докой, я был с Басаевым, я был там с Гилаевым там, и так далее. И тишина. Потом он еще два слова через какое-то время. Никто же не возразил ему. Потом опять он два слова говорит. О, ничего себе, а информация есть. Тумсо Абдурахманов как раз прослушками занимался. Много убитых изымались информации, дневники. Я знаю парня, который погиб. Он писал, вел дневники. Это был очень-очень высокопоставленный наш один спецназовец, который писал дневники. И они все попали русским. К русским они попали. И, конечно, у них есть огромная информация, которой я, например, сейчас не обладаю, допустим. И они представляются. Еще вам случай расскажу, да, пока вот эту тему я затронул. Тоже очень интересную тему, которую тоже я раскопал. Они в 2016 в конце 2017 захватывают, прослушивают людей, захватывают людей в плен, убивают некоторых из них. И их документами, а чаще всего это или же чей-то родственники, кто воюет, или же болеющие явно такой лидерскими качествами человек какой-нибудь. Они же на всех портреты рисуют. Кто лидер, кто не лидер, кто такой, кто сякой, кому что нравится. И вот по моим комментариям вот этих провокаторов вы можете тоже определять. Они как меня пытаются провоцировать. Если у меня на какой-то комментарий отреагировал, все, 100% они будут этот комментарий вновь и вновь мне писать, чтобы вновь и вновь я на него реагировал. И они отправляют своих ГРУшников, ФСБ, тогда был Игорь Хостиков в Чеченской республике Ичкерия, во время аннексированной, отправляют документы в Москву. Там в Подмосковье у них тренируются на базе ингуши, чеченцы, дагестанцы, другие товарищи. Им достаются документы от ими убитых людей. И с этой легендой они едут туда. Около 100 человек тогда было казнено. Около 100 человек. Это целая рота. Рота людей, представляющих чеченцами, едут в Сирию. У которого брат погиб, у кого отец погиб, у кого-то там еще кто-то там, у кого-то никто не погиб, но он как-то принимал участие и так далее, и так далее. А когда ты приезжаешь в Сирию или в Ирак, и ты говорят чеченец, все, потому что иракцы, сирийцы воевать, они же не воевали. Они не знают, а про нас ходят легенды. Не про нас, а про тех, кто воевал. И вот, хотя сейчас все примазываются вот к этим воинам, причем их самих, на них всю грязь, все ошибки, все преступления, все на них. А вот имя их, что они боролись, сражались, они их себе, на себя пиджак примеряют. И вот такая вот ситуация происходит. Вот таким образом они внедрялись в эти разные, и уже игилы появлялись, и эти, и третьи, и десятые, и много чего происходило. Вот как они внедряются, как они делают из нас террористов. Валлахи, брат, здесь Франция, как Рашку признали террористическими граждан России, конкретно Халахваш. Забревают, говорит Джафар. Джавар, я еще год или два назад говорил, даже, наверное, до года два назад, может быть.
что кроме ичкерийцев в этой Европе не останется никто. Потому что все остальное связано с бандой ФСБ. ГРУ, ФСБ, там одно и то же, только в другой руке делал. Поэтому вот эти товарищи, все будут выкинуты. Год назад, 10 лет назад, если вы были связаны с кадыровцами, с ГРУ, МРУ, там, туда-сюда, у вас у всех возникнут проблемы. Даже если вы на них не работаете, не стучали, ну, подруживали, чтобы домой можно было поехать, там, свои дела сделать, вот вы все будете зачищены. Это вот сейчас происходит. Вот, Джафар, ты подтвердил это. И это так, я знаю, что это так. Совершенно верно, говорит Исмет. Так, друзья, сколько вы тут написали. Как Джахар говорил, тец дойрдуар цицкш бельна цаёх булбельч иншаллах. Дайлмула, Джафар, дайлмула. И я раньше не понимал этого, как это мертвые будут возвращаться, когда это говорили. Теперь я даже знаю, кто будет возвращаться. Тех, кого считают мертвыми. Но я пока вам этого не скажу. Сами увидите. И будете приятно удивлены, Дион. Ассаламу алейкум. Я вам написал несколько дней назад на почту и не ответили все еще. Рамазан, вы писали мне в описании под видео, которое есть email, правильно? reality.hkeria. Там вы написали. Я туда не заходил еще. Обязательно посмотрю. Ва алейкум салам, если я не принял ваш салам. Почему Шамиль пошел на Дагестан, будучи подписанным Хасавюртовского? Так, посмотри мои стримы, я миллион раз это рассказывал. Валлай, брат, истидиан куза, мне пришлось показать флаг Ичкерии и нет проблем. Да. Да. Флаг Ичкерии это сила, вы увидите, он будет висеть и перед Европарламентом флаг Ичкерии будет висеть, и в НАТО он будет висеть, и все будет Ичкерия. Так, поехали дальше. Так, я перемотал, друзья, в YouTube. Поэтому, если что, извиняйте, просто повторите. Не говорите, что я не отвечаю. Просто повторите свой вопрос, если не сложно. Так, Польша, Эстония, Латвия, Литва потребовали, чтобы ЕС покупал нефть у России не дороже $30 за бочку. Смит, отличная новость. Спасибо вам за эту новость. Единственная проблема, чтобы эту нефть покупали не за 30, а за $3. Вот их цена, красная цена их газу и нефти. И они ее будут вам и за 3 продавать. Но 30 это тоже хорошо. Потому что себестоимость добычи, я думаю, где-то около 30, если не больше. И у них она, сейчас они же ее много добывали, сейчас ее им девать некуда. Они будут сейчас делать эти ванны из нефти, будут богатые, будут купаться в ней. Так, Россия это парадокс, и Бисмарк был абсолютно прав. Да, анархист, как обычно ты тоже прав был. Так, будет свободная демократическая ЧРИ, да, Асколи? Абсолютно так. Так. Что-то я не понял, за что казнили 100 человек. Ридом, это история, которую я много говорил. В 2016 конце, начале 2017 были задержаны ребята, которые молились, но и в мечети обсуждали, не только в мечети, обсуждали несогласие с оккупацией их страны. Они это делали так, как они мусульмане, они на чеченском языке говорили религиозные разные вещи и террористы, все, исламисты, каратисты, террористы.
И их вот забирали несколько сот человек. И было казнено, Новая газета тогда установила 27 и фамилий. По моим данным, около 100 человек тогда было казнено. Потому что Новая газета, она тоже ФСБшная, и они, видимо, не все там раскопали. Но это получилось потому, что один из свидетелей этих казней приехал сюда в Европу, и мы вместе с ним написали заявление. И вот это были молодые, обычные чеченские парни, которых казнили. Там еще было несколько десятков человек, не помню сейчас сколько, которых тоже должны были казнить, но из-за того, что это все вылезло наружу, благодаря Сулейману Гезмахмаеву, сотруднику вот, полка второго, бывшему сотруднику полка имени Ахмада, так называемого Ахмада Кадыра, на самом деле это вооруженные силы ФСБ, благодаря этому этих людей не убили, но они получили огромные сроки, их спрятали на очень долго, там по 20 лет там сроки были, но не казнили, не казнили. Я думаю, если настанет время, то их нужно будет тоже отпустить фашистской России. Аслан Стохель Айти, да, тогда это была речь о 100, да, и после убивали. И вот сейчас, когда парень, помните, вот несколько дней назад парень, говорят, убил мента и сам был убит. Тоже очень подозрительно. Говорят, их было двое, один убежал. Вот этот второй убежавший, он мог быть кем угодно. Провокатором он был. Он мог убить мента, этого оставить и убежать. Ну там все что угодно может быть. Потому что лепят они горбатого как только могут. Так, пан Василий, друзья. Александр, так, это не мне. Валай, брат, где-то месяц, 2-3 назад один малый коммент написал: радикально ты понял, потом Эйдл зашел. Радикально ты понял, потом Эйдл зашел. Я не понял, Джавар. Эйдл? Так. Россия вообще пофиг на нефть и газ. Это европейский стереотип. Понятно. А что вы производите тогда? Можете подсказать? Ну, чем вы зарабатываете тогда? Вам пофиг на это. Но а чем тогда Россия зарабатывает? Здесь речь не просто нефть и газ. Вообще про все, что вы же... Бензоколонка вас в мире только так и знает. О чем ты говоришь? Мне нравится ваш оптимизм, тролли. Начали проверку, нашли ролики войны в Чечне, то есть про Масхадова, Гилаева, менты сказали, это можно. Да, менты боятся, здесь власть боится, чтобы мы не построили халифат, понимаете, который никому не нужен в арабском мире, но вот нужен ФСБ, и что таким образом чеченцев используют на разные вещи. Именно поэтому. А бороться за свою страну это легально. Смотреть легально, но если вы смотрите вот этих радикальные клипы, то есть склонность, что вы тоже собираетесь всех кефиров, как говорит Путин, убивать. Ну ладно, оставим эту тему. Эрик Ашим, доброго вечера вільним людям. Слава ЗСУ, слава вільній Ічкері, слава Джахару, привет, Аслан. Витаю вас, Эрика, доброго вам вечера, героям слава. Так, Аслан, когда ты переехал в Москву, в столице, хороший уровень жизни был на тот момент. Насколько я знаю, при СССР в Москве было очень хорошо, магазин много чего было. Ну, в Москве всегда было, да, всегда так было. Пока весь мир носится за виртуальным Бен Ладеном из отрывка, сообщает нам Смит, спасая себя от мирового терроризма, за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. Александр Литвиненко. Абсолютно так. После развала России Ичкерия освободится. Кто возглавит Ичкерию? То есть с кем Украине поддерживать взаимоотношения? Кузьминов. Ну, я не знаю с кем. С чеченским государством поддерживать. Вы думаете, мы не сможем избрать себе президента и парламент? Сможем.
И все, и будет нам всем счастье. Привет с Израиля, слава Украине. Привет, Израиль. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Так, друзья, 1,5 часа еще не прошло. Так, пан Василию говорили про меня, Александр. Я пану Василию написал, Александр, кстати, вот, на WhatsApp я ему написал, или в Фейсбуке. Но он мне не ответил. Скажите, чтобы он мне написал, если вам не сложно. Хвостиков, который в Татарстане. Абсолютно так, Осколе. Игорь Хвостиков, террорист, генерал, по-моему, КГБ, ФСБ, который занимался убийствами чеченских граждан Чеченской Республики Ичкерия, обвиняя их в терроризме. Убивая их документы отправлялись в Москву, там ГРУ своих людей отправляло под видом вот этих убитых людей. Как только Игорь Хвостиков, террорист Игорь Хвостиков, перебрался в Татарстан и стал главарем банды УФСБ по Татарстану, произошло, как вы помните, произошло нападение на школу. Не забывайте это. Значит, таким образом Игорь Хвостиков отметился. Он задействовал своего какого-то сумасшедшего. Если вы помните, человек был немножко не в себе, который тогда школу или ПТУ тогда расстрелял. Він говорив земную тоже. Окей, идем. Так, у русских в крови есть неизлечимые болезни психологические. Они передаются по наследству. У них, у большинства мужчин, скрытая шизофрения. Залина Грозная. Залина, откуда ты знаешь такие подробности про их мужчин? Шизофрения, ну не знаю, что ты подразумеваешь, но они живут в параллельной реальности, и с этим можно согласиться. Россия, кроме нефти и газа, разве пшеницу не экспортирует? Ну, может, экспортирует и пшеницу, но сейчас ведь ничего не будет экспортироваться. Понимаете? Спонсором террорист никто не захочет ничего платить. Ассалам алейкум, Аслан. В любом случае, все будет Ичкерия. Ва алейкум ассалам, странник. Дал мула. Саши куят. Дал мула. Интересно, этот Хвостиков без охраны ходит? Да нет, конечно, Смит. Конечно, он там в Татарстане, он там главный. Мимиханов это второй человек после Игоря Хвостикова. Ну, а формально, конечно, Мимиханов, там глава и так далее. Я имел в виду представителей Ичкерии, с кем бы мы имели взаимоотношения от имени Ичкерии. Кузьмин, я не знаю, о чем вы сейчас говорите, но нужно сперва освободиться, выбрать президента и парламента. Так как мы выбираем по-настоящему, а не как в России, мы не знаем, кто будет президентом. Поэтому, как только выберем президента, я вам обязательно сообщу, с кем вы будете иметь дело. Я читала, у них от алкоголизма это началось. Ну, алкоголизм есть, ну, смотрите, пьют во всем мире. Да, что у русских там спаивают, там наркотики, все и так далее. Ну, везде есть. И наркотики есть, и алкоголь есть. И все употребляют и так далее. Русские просто ломались через колено, как и все люди в Советском Союзе, ломались через колено. И сломались. Понимаете? Они сломались. Они не хотят никуда лезть. Они вот в своем вот этом мирку живут, они атомизированы, разделены, разобщены очень сильно. И вот сейчас у них вот, кризис идеи для объединения против Украины. Не могут они объединить. В конце концов, сегодня я буквально смотрел одного террориста, он говорит, вот письма, которые нам пишут дети, что нас поддерживают русские дети со школ, пишут к ним туда на фронт. И вот мы знаем ради кого, вот он сам это говорит, мы знаем ради кого воюем, вот мы воюем, чтобы ради этих детишек и так далее. Конечно, сидит в окопе, у него никакой идеи нет, никакого представления, за что он воюет нет, приходит письмо слезное, говорит, дети красиво умеют некоторые писать, и слог интересный бывает у детей. И когда у тебя вот тебя убьют, у тебя сердце растаяло, и ты плачешь. И вот ради чего. Не сперва письма пришли, они пошли воевать. А они уже пошли воевать, и потом начали приходить письма. У них нет идеи, у них нет ничего.
У них своей истории нет, они хотят сейчас украинскую забрать. Это большая проблема. Так, пойдемте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. В войнах. Ты и тут, и там в войнах. Дал мула, все быточки. Дал мула. Так, отлично сказано, благодарю. Пожалуйста, Ирина Новиченко, пожалуйста. Привет с Италии, город Неаполь. Слава Украине. Неаполь. Неаполь. Ирина, мы с вами не знакомы. Я отдыхал недавно в Неаполе. И мне кажется, ну я там познакомился. Так, Ичкери, Айга, Пихотинч, Бютер Хирбувай, Мох Ларба, Ичкери, Хайоа, Пихотинч. Я не знаю, о чем ты говоришь, но ни один человек, который служил фашистской России, террористической, да, уже мы все знаем, Кадыров тоже же террорист, и Путин террорист, значит, и все, кто служили, террористы. У нас будет закон о иллюстрации, и ни один человек, который служил, они не должны служить. Мы будем набирать честных и добросовестных людей. Это большая работа, друзья. Так, что скажешь про сегодняшнюю встречу? Даже не понимаю, о чем ты говоришь, о какой встрече ты говоришь. Не имею представления. Ассаламу алейкум. Незнакомый. Ака. Все. Я думал, может, вы меня узнали, просто я тогда там общался. Я не помню имени, правда. Общался с одной девушкой. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бабак. Ичкери йолча масана духвай далму. Далму лавайна. Малу маилаш. Пишите комментарии. Это очень нам сейчас помогает. Везде пишите комментарии. Распространяйте видео, которые поддерживают Чеченскую Республику. Мои ссылки распространяйте. Не сидите без дела, друзья. Вот война работает, его постоянно заметно. Шалом, Аслан. Израиль приветствует честного, порядочного и мужественного чеченца. Шалом, Израиль. Витаю, спасибо большое. Так. Пьют, но не как русские, говорит Залина Грозно. Ну, не знаю, ну, наверное, так, не знаю. Я просто знаю, что пьют и здесь тоже. Ну, не так, конечно, но каждый вечер после работы банку 2 пива выпить, это любой рабочий, это, считай, уже, ну, тоже же алкоголизм. Так, зомби зашел. У него ник зомби, он говорит, что Чечня это субъект РФ, понял? И у него ник зомби. Зомби. РФ не будет, не существует. Чечня субъект международного права, а не фашистской России. Ты попутал. Не знаю, что за такое. Чечня, Чеченская Республика Ичкерия. Бери сброю, говорит Макс Израиль УА-68. Бери сброю. Это ты мне говоришь сброю? Нет, у меня своя сброя. Я часто замечаю, что русские, хотя когда началась война, вот сейчас в Украине широкомасштабное вторжение фашистской России, я хотел поехать, но мне сказали, не делай этого, да. Ну, я поддержать хотел поехать, был порыв такой. Вашаня, сделай $1. А сколи, что ты имеешь в виду сделать $1? А кто им письма от детей пишет, говорит леди? Леди, да можно же, никто, учителям сказали, давайте, учителя это же такой механизм, который работает на эту систему, да, они очень зависимы. На выборах они вот этим детям вливают эту пропаганду в уши. Учителя очень много зла принесли, я вам скажу, при всем при этом. Так. Поэтому дети написали и отправили. Саламаш, Лумаса, сел, витаю, слушай, стрим написать не могу, так как на ходу. Делишь Саламаш, хода, самбяк, машоль. Дон Трандон что-то притих, Непригожин его подвинул. Он, видимо, ушел в эту
наркотическую, эту, как она называется, запой, наркотический запой ушел, да. Он в последнее время вообще никакое. Рамзанчика все покидают, его окружение начало сливаться. Путь Ахмад Хаджи оказался именно тем путем, который они и проповедовали. Путь предателей и бегунов. И, конечно же, они предадут Рамзана Кадырова и Путина, и вот эту всю эту систему, потому что они ради денег там. Поэтому, конечно же, у него будет плохое настроение. У Рамзанчика все плохо, да. И уже и миллиарды не радуют, и уже машины. Видишь, Рамзанчик, 46 лет тебе. И тебе вот не хватило тогда в молодости ни тебе, ни твоему отцу. Видимо, у вас уже выбора не было. Вы столько людей убили, что у вас уже выбора не было. Это, наверное, надо сказать спасибо твоему отцу, который тебя вел в это. Навеки вечные вы прокляты чеченским народом. Навеки вечные вы будете записаны самым позорным именем истории чеченского народа. Рамзанчик. И тебя твои же русские, как и твоего отца, замочат. Потому что ты ноль. Ты был им, но ты играл роль. И причем ты даже сам в нее поверил. Что тебя реально кто-то любит, кто-то поддерживает, что ты какой-то великий академик, строитель, воин, там, кем ты только не был, да? Велосипедист, шахматист, каратист, боксер, кто ты только там не был. Да, но это хорошо, что был такой человек, как ты, Рамзан, и твой отец. Это хорошо. Время от времени в народе должны появляться такие люди, как ты. Потому что мы не знаем цены тем хорошим, тем достойнейшим людям, пока не появляются такие люди, как Рамзан Кадыров и его окружение, его папаша и все остальные. Мы не знаем цену, не узнаем цену, как говорится, все познается в сравнении. Для того, чтобы узнать, насколько велик Джохар Дудаев, нужно узнать, насколько низок Рамзан Кадыров. Даже рядом, конечно, эти фамилии произносить нельзя, но чтобы было понимание, кто-то украинцы об этом много раз писали. Сравните сегодняшнюю Дон Дона и Джохара Дудаева. Я сам эти комментарии неоднократно читал. Асан, как думаешь, какой процент чеченцев поддерживает Дона Рамзанчика? Ну, я думаю, его родственники, ближайшие, очень близкие родственники, вот все, кто его поддерживает. Остальные просто зарабатывают бабки на чеченском горе. Так, пойдемте дальше, да. Галан чуаж ичкер чуаж ол и чуаж ювайц тухан лец объяснение хундяц туналец. Сунца Дидо, кстати говоря, это очень, эти вещи мы должны разъяснять. Давайте, ребят, работайте, разъясняйте, вы можете это создавать. Вот мне неоднократно Галан чуаж ичкер чуаж, вот это ж много задаются вопросы, и многих вещей мы не знаем, надо разъяснять, ребят, рассказывать всему миру, что мы всегда были демократами, когда еще мир не был демократическим, когда была монархия, когда была тирания, мы жили в свободном обществе, и будем так жить, да, мула. Так, Ахмад Кадыров остановил войну и кровопролитие, поэтому он великий зомби, зомби это пишет. Слушай, Ахмад Кадыров не остановил войну. Ахмад Кадыров позвал, если вы помните видео, когда Кадырова спрашивают, где вы были в 95-6 годах, он говорит, Владимир Владимирович Путин знает, где я был. То есть сотрудник КГБ, ФСБ знает, где он был. Таким образом, он дает понять, что он работал на КГБ и ФСБ. Но это нет никаких сомнений просто, в принципе. Понимаете? Потому что эта система КГБ, ФСБ не могла религиозного деятеля вообще поднимать, если он на них не работал. Вот, это раз.
Войну он начал, он зазывал ее, он договаривался за спиной Масхадова. Это раз. Остановил ли он ее? Война остановилась только после того, как просто моральные, материальные, физические, финансовые, вооружение, все просто иссякло у чеченцев. Только тогда закончилась война. И это была даже не война, это был геноцид. Самый настоящий геноцид чеченского народа. И виной этому один из главнейших, если не самый главный, именно Ахмад Кадыров, вот второй войны. Конечно же, там и первая война, и Гантамиров, и Хасбулатов, и все другие товарищи, которые, конечно же, навеки тоже, как Ахмад Кадыров и Рамзан Кадыров, вписали себя в историю чеченского народа. Что, как я сказал, нужно. К большому сожалению, это должно быть. Мы не можем быть, не может быть по-другому. Ночью были не демократами, а анархистами. И у них был порядок без господства, говорит анархист. Ладно, не буду с тобой спорить, я не согласен, скажу просто, с твоим утверждением. Где Хвостиков, там провокация. Да, Сколя, совершенно верно. Про Кадырова, спортсмен, комсомол, коммунист, велосипедист. Да, и просто красивая девушка. Чечня цветет и расцветает. Чего вы хотите? К чему призывать? К войне, к революции? Зомби? Вали отсюда. Чечня цветет и расцветает. Да-да, цветет она и расцветает. Так. Что нужно сделать, чтобы сделать его первым астронавтом? Интересно, чтобы он не возвращался. Вилпес первым уже не получится. Первый астронавт, чеченец, это Ахмад Кадыров. Поэтому первым уже по-любому не получится. Из-за чаж бухш неган рездел холвей ди. Ночью мата ассаняз домоятсон дидо. Ди чозах хан дольдувай резу ичкери. Биец вейнам вейте ца тейп нешдет ерчет хигудувай нуолцуна течение религиозные вешедеш нохчиду совня котиру второй хоуна один чаруй хотерки стируй хотейпан харуй дет ца тейпа дуай цакам дуай войнук а вейома боц наха бушуна вейсан бакуйош хирбушун ища. Поэтому разница ичкери кумыкский хилари дош, американский хилари, японский хилари дош. Разница, або ночи дош, то сашикуется и ночи дош хилан. Und elche way halbolчар и дош юдул шена. Ше уэлайн дит маду разъяснение няри бадер четко цумантя. А еще разъяснение, чё мегалюк, чё хезюк. Дерес хуйлон. Так, Кадыров всех звал на войну, дагестанцев тоже призывал, а из его фамилии никто не пошел воевать и не пострадали в этой войне против целого народа. Да, леди? Кузьмин, у времени всегда есть обстоятельства и связанная логическая нить, чтобы можно было низкое предательство высокими словами объяснить. Губерман. Хорватец эр хабош лец бол нага лец ума дуй мобилизациях бол цум цаам цаэсон царяк ухилар цацум диц дул делам дарпус. А что за съезд чеченцев прошел вчера во Франции? Даже не представляю. Никакого съезда чеченцев я не наблюдал. Я не знаю, что там произошло, что там было. Может, какая-то группа людей, борющаяся за власть, за какую власть, встречается, о чем-то разговаривает, не знаю. Как думаешь, будут войны между соседними Кавказскими республиками после ухода России с Кавказа? Я абсолютно 100% уверен, если после ухода России с Кавказа никаких войн между нами не будет. Потому что их не было никогда между нами без участия России. Мы всегда договоримся. У нас одинаковое понимание всего, очень-очень хорошо мы друг друга понимаем.
Поэтому никаких войн никогда между нами не будет. Есть претензии друг к другу? Конечно же есть. Они будут, нормально, любых соседей бывает, и мы будем эти претензии друг другу предъявлять в рамках международного права и нашего законодательства. И разберемся. Так, гамбургер, ант ледервац, имду. А ты знаешь, кто убежал режим Кадырова, чеченцы в Хорватии, их ловят и отправят в Россию? Что с ним? Я не знаю. Я не знаю. Аслан, ты очень умный человек. Ну, спасибо, конечно. Но это, мне кажется, очень там лишнее, Бог знает. Скромно. Ассаламу алейкум, свободной ночи от Гюрджи. Ва алейкум салам, Фриман. Амарджоба Генацуале. Да, во всем мире виновата Россия. Да, зомби, именно так. Поверь мне, именно так. Если фашистская Россия, террористическая банда ФСБ перестанет существовать, 80% террористических актов войн, зла на земле, это не я говорю, это Буковский Владимир говорил, просто исчезнет. Понимаете? Какое зло несет эта фашистская банда ФСБ. Так. Как должен будет? Вот так, это я уже читал. Так, мы уже 1:40. Друзья, ну мы еще чуть-чуть, да, пообщаемся, да. Только разогрелся, бог, да. Ванга, мохом, цаши, куяц, ванга, короче, вайнала корниюк. Так. Ичкерия — это буквально перевод на тюркские словосочетания чочен. Чочен. Причем здесь Ичкерия? Чочен. Это на цасуном на вахкана из Look Watch и Баунас. Это мне не интересен этот персонаж, да? Эти персонажи уже так раскрылись. Нефть $1 в Ашане. Договорились, Асколя, договорились точно. Ажоп дюарду лично сумма жимолш хилдол хумш дикдагдо саишо долш сун гиндол. Дидо дюардуай. Большая комиссия будет по разбору всех полетов, друзья. В прямом эфире, открыто мы будем вести разбор, что-то в прямом эфире, что-то не в прямом. Мы будем разбирать все до единой, до мелочи мы разберем, да, мула. Асна, знаешь о книге «Следующие 100 лет» американского писателя Фридмана? Он писал в 2009 году, что в 2020 году Рашка рухнет после войны, а Чечня отделится. Left behind. Нет, Left, я не читал эту книгу, но я ее прочитаю обязательно. Интересно. Не то, что обязательно, постараюсь прочитать, скажем так. Леха, ничего себе, ты сказал, что это чученда. Аслан, твоего шудуса соцахилаз, твоего шуду. Хосан цен бадег ож гинватсун. Дерес хойлон дидо. Со иш дик цена ватчун, что мамуатер, да? Просто ардул дельча, она я себя заставляю быть лучше. Вот теперь краска, лжет и не краснеет. Вот теперь я немножко покраснел, бож. Говорят, Ичкерия это раньше была Ичкерия, а Испа чеченский число 9, а Кери это руки, имеется в виду Истухум. Ичкерия. А почему тогда не Истухум? Ну ладно, разберемся, оставим сейчас этот вопрос для историков. Неважно, я вам говорю, пускай это будет на каком-нибудь, я не знаю, в любом языке мира наша Ичкерия будет называться. Главное, там не будет фашистской России. Вот все, что меня интересует.
Понимаете? Я даже готов, конечно, я не хочу этого ни в коем случае, но чтобы нас Папуа-Новая Гвинея оккупировала, чем фашистская Россия. Ну, хотя бы кто-то новый будет, с кем мы будем иметь дело. Просто вот эту фашистскую Россию мы так хорошо уже знаем, что нам уже неинтересно с ними никак. Так, Асан, Россия может повторить 17-й год. Фридом, знаете, говорят, что там Гудкову задают вопрос, там другим, там, надеются, что сейчас будет там революция туда-сюда. Я думаю, не будет никакой революции. КГБшники постараются сохранить свою систему. В 17 году была немного другая ситуация. И сейчас КГБ, если не додавить, если их не осудить и не запретить как террористическую организацию, то они просто передадут какому-нибудь супер хорошему КГБшнику, которого здесь любят, принимают, там какие-нибудь Гудков младший, Гудков старший, Навальный, Овальный там и так далее. И все останется как было, все вернется к себе. А революции в России я не думаю, что сейчас будет никакой, что народ восстанет. Народ зашуган. Народ отправляется на убой. Они знают, что они сами говорят своему руководству: вы нас отправляете на убой. Где они их собираются, они там каждый день бухают, вот эти мобилизованные. И когда им кто-то делает замечание, я тоже там читал об этом, что они говорят: мы тут, нас там Путин отправляет, мы идем на смерть, а ты там, кто такой нам указывать и так далее. Вот они идут умирать. Это тех, кто еще хватает духа, скажем так, немножко смелые люди туда идут. Они рабы, они холопы, но они, нельзя сказать, что они трусы. Они идут на эту абсолютно самоубийственную эту войну, подчиняясь вот своей вот этой власти. И никто не восстанет в России. Никто, только извне. Извне нужно будет, как Белград. Югославии. Я так думаю. Я не думаю, что Гудков говорит: вот сейчас переворот будет, вот сейчас там Путина свергнут, вот сейчас там что-то и так далее, там Путин на грани, там и так далее, и так далее. Нет, я так не думаю. Я наблюдаю не такое. Да, они боятся, что они проиграют войну, что там найдутся какие-нибудь люди. Я бы, если делать ставку, я бы делал бы ставку на зэков. Как говорил Джохар Дудаев, эти люди смогут управлять этой ситуацией в переходный период и смогут привести приговор в исполнение, сказал Джохар Дудаев. Вот я думаю, они военным тоже доверять нельзя, которые сейчас, они такие же преступники, как и ФСБшники. Поэтому я даже не знаю, какой там, как с Югославией, другого выхода я не вижу. Надо собирать русских, которые не хотят в Украине, не хотят вот эту путинскую власть и хотят разобраться. Но эти русские, которые как бы против войны в Украине, да, они на самом деле не хотят развала России. Они вот Гудков, Пономарев там, да, готовы убивать там, как говорит Пономарев, да, если дочь там Дугину, он там с его своими подельниками взорвали, якобы, не знаем точно, погибла она или нет, но якобы. И они хотят сохранить. И вот смотри, то же самое произойдет. Просто Путина подвинут. Все, Путин скажет: умер, передозировка, сердце не выдержало, третье, десятое, все, Путина нет. И кто приходит? Ходорковский, фашист, мегавор, который грабил Россию. Навальный, да, абсолютно безмозглый проект, я не знаю, Патрушева или же Путина. Ну, в любом случае, ФСБ или ГРУ управляется. Вот. Поэтому очень сложная ситуация, очень сложная. Так, я надеюсь, что уже скоро мы соберемся вместе на площади в центре Джохара и будем друг друга приветствовать. Мухаз Дехирдуиз. Да, Алмула, Вилпес, да, Алмула. Я на это очень рассчитываю. Очень рассчитываю дожить до этого дня.
حبانيا صدق دوش خلاهون ديدو مداس أبانيا دوينش أديه تسويشون ده شادق متشي مت داوتر دون شادق قوش دير دون ايش بو شوي قرون خرسلي شوي قرون شي وقال دقني شوي قرون شادق قوش كردون تسويشون دوينش ده دال ал шوйло дал си дуэла де рейс хойлон. Россию необходимо разгромить военно-политически, экономически, морально, и только тогда Россия осознает, что они не великодержавны. И они тогда не осознают. Они сделают вид, что они согласны. И снова начнут. Русских надо оставить в своей русской республике. Им нужно создать свою русскую республику, и все остальные должны уйти. Буряты, якуты, кавказцы, татары. Все должны уйти. Пускай даже несколько русских республик, Дальневосточная русская республика будет, еще какая-нибудь там, еще эти народы, куда они пришли, они же истребили их фактически, некоторые народы вообще исчезли, а некоторые либо обрусели, или там почти уже на грани исчезновения. Поэтому я думаю, вот в таком случае сможем. В таком случае Россия сможет заново развиваться. Так, я перемотал, друзья. Девушка чечен. Конечно, Аслан говорит правду. Я очень долго наблюдала и смотрела, потому что сонохчую, но и болбешью куза 40 лет уже. Но очень чател, но эдал болхал болобу ну Аслан. Болобу ну Аслан. Девушка чеченская. 40 лет ты работаешь, куза 40 лет уже, болбешью, куза 40 лет уже. Да, девушка, не молодая ты девушка, я тебе скажу, если ты 40 лет работаешь. Спасибо, конечно, за столь оценку. С 40-летним стажем человек признает, что я говорю правду. Мне нет смысла врать. Баркалшун, Баркал. Аслан, после этой войны, если будете работать как юрист, с какими странами хотели бы в международной площадке работать и делиться практикой? Может, есть идея создать эффективную рабочую систему? Ой, Зоиля, это очень сложный вопрос. Я об этом, правда, не думал. Я бы, конечно, в первую очередь хотел бы со странами Балтии, не потому что вы мне пишете этот комментарий, я это говорю. Я считаю, что вот эти страны первыми очистились от гибни, провели иллюстрацию и очень много сделали в этом направлении. И, конечно, бы Литва, у меня есть хорошие друзья в Литве, ну, я считаю их хорошими друзьями, может, они меня не считают хорошими, но они друзья, они хорошие друзья и чеченцев, Ичкерии. Соответственно, любой друг Ичкерии мой друг. И вот я просто не знаю, что вам сказать, я об этом даже не думал, если честно. Ну, конечно, со всеми, в первую очередь, с теми, кто первыми вырвался и сумел правильно поставить свое государство, в правильном направлении направить, как хотел этого Джохар. К сожалению, Джохару не дали этого сделать. Недавно один ингуш доказал, хотя ингушчам было, то ему все дома, ему все нормально. Не понял я. Можете принести мне премию, эфир, вживую поговорить, Аслан. Александр, я пока не готов разговаривать, извините. Ассаламу алейкум. После России следующий черед будет за Ираном. У нас проводятся учения на границе с Ираном. Они в наглую через оккупированные земли Карабаха перевозят оружие, наркотики в Армению. Иран, да, я думаю, Иран должен тоже... должен перестать быть тем, кем он является. Ну, посмотрим. Зразумев. Спасибо, что понимаете, Александр. Асан, ты наше умное и грозное оружие. Да, не знаю, насколько оно умное и грозное, но я ваш, Ури. Виза. Шейла, виз, шейнцела, виз. Дол, меткам бачуншу, ночи хомансо. Так, друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине.
Господи, благослови Америку. И пускай быстрее мы увидим суд над фашистской террористической бандой ФСБ. Адикюэль Маш Ойл, друзья. До свидания. Так, выключил, кажется. Выключил.